В координационном совещании представители силовых и правоохранительных структур Абхазии приняли участие президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гумба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты, генеральный прокурор Адгур Агарба, члены правительства, представители судебного сообщества. Обсуждались актуальные проблемы в сфере безопасности и правопорядка, вопросы координации силовых и правоохранительных органов, выработки единых подходов к эффективному решению поставленных задач, а также определение приоритетных направлений правоохранительной деятельности. Органами прокуратуры Абхазии во взаимодействии с правоохранителями за период с 2020 года по первое полугодие 2024 зарегистрировано 3229 преступлений, что на 1278 меньше, чем за период с 2015 по 2019. Генеральный прокурор республики Адгур Агарба отметил, что за последние 5 лет преступность в Абхазии уменьшилась. Отмечается снижение количества возбужденных уголовных дел в соотношении за период с 15 по 19 годы и за период с 20 по первое полугодие 2024 года. По факту краж на 967 единиц, грабежей на 130 единиц, разбоев на 115 единиц, похищения граждан на 13 единиц. За отчетный период раскрыто 2841 преступление, что составляет 88%, из них 568 преступлений прошлых лет. Раскрываемость убийств, похищений граждан, разбойных нападений, грабежей составляет 70%. Генпрокурор также отметил, что, как и прежде, наиболее злободневными в работе органов правопорядка остаются вопросы, связанные с незаконным оборотом наркотиков и аварийностью на дорогах. По фактам незаконного оборота наркотических средств на территории республики за период с 20 по первое полугодие 2024 года возбуждено 860 дел данной категории, из которых с целью сбыта, а равно их сбыт, возбуждено 127 преступлений. За период с 15 по 19 годы их количество составляло 46, что свидетельствует о положительных результатах в деятельности Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД. Кроме того, за анализируемый период выявлено 5 организованных групп, занимавшихся незаконным сбытом наркотических средств на территории Республики Абхазия. За анализируемый период с 20 по первое полугодие 2024 года имело место 850 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 240 лиц. По 293 происшествиям возбуждены уголовные дела. За период с 15 по 19 годы зарегистрировано 972 происшествия, в результате которых погибло 342 лица. Возбуждено по происшествиям 282 уголовных дела, что свидетельствует об уменьшении количества дорожно-транспортных происшествий на 122 единицы и число погибших на 102 лица. За период с 20 по первое полугодие 2024 года органами прокуратуры Абхазии по квалифицированным составам умышленных убийств направлено в Верховный суд Республики 17 уголовных дел, по которым вынесено 11 обвинительных приговоров. Осужденные лица приговорены к максимальным срокам лишения свободы. 6 уголовных дел находятся на стадии судебного следствия. За период с 2015 по 2019 было возбуждено 9 уголовных дел коррупционной направленности, из которых прекращено производством за отсутствием состава преступлений 7. За период с 2020 по первое полугодие 2024 возбуждено 18 уголовных дел по 42 преступлениям коррупционной направленности, из которых направлено в суд для рассмотрения по существу 13 уголовных дел. Прекращено производством 2 дела, вследствие акта об амнистии приостановлено в связи с розыском обвиняемой 1 уголовное дело. Следственным управлением за период с 2020 года завершено расследование по ряду резонансных уголовных дел коррупционной направленности, в частности, в отношении экс-генерального директора государственной компании «Абхазтоп» по обвинению в совершении 8 эпизодов хищения имущества компании в особо крупном размере. Общая сумма похищенного имущества составляет 146 миллионов 959 тысяч 196 рублей. По обвинению экс-начальника управления капитального строительства, экс-гендиректора государственной компании «Абсныргырвара», инженера технического надзора УКС, экс-директора Чемчирострой по факту хищения имущества управления капитального строительства с использованием служебного положения путем присвоения и растраты в размере 9 миллионов 421 тысячи рублей.
при производстве капитального ремонта водопроводных сетей Силичево-Чамчирского района в рамках реализации инвестиционной программы содействия социальному и экономическому развитию республики на 2015-2017 года. По факту 7 эпизодов хищения имущества фонда репатриации в общей сумме 62 миллиона 689 тысяч рублей, совершенных бывшим министром по репатриации, инженером по техническому надзору фонда репатриации, директором РУП Государственной компании по репатриации, главным инженером указанного республиканского унитарного предприятия и индивидуальным предпринимателем при исполнении обязательств по договорам подряда. По обвинению должностных лиц республиканской больницы в превышении должностных полномочий и хищении имущества больницы общая сумма причиненного ущерба 1 миллион 304 тысячи рублей. По обвинению государственного нотариуса Сухумской государственной нотариальной конторы в служебном подлоге и пособничестве в мошенничестве. В отношении экс-министра культуры по 2 эпизодам хищения имущества министерства в особо крупном размере общая сумма причиненного ущерба составила 27 миллионов 900 тысяч рублей. Суды общей юрисдикции следственной частью Следственного управления Генпрокуратуры направлены уголовные дела по должностным преступлениям в отношении заместителя начальника паспортного управления МВД и начальника паспортной группы по городу Новый Афон, обвиняемых в совершении превышения должностных полномочий и незаконной выдачи паспорта гражданина Абхазии. По факту превышения должностных полномочий и получения взятки группой лиц по предварительному сговору в отношении инспекторов ДПС Гудаутского района, которые были задержаны с поличным в результате спланированной работы оперативного подразделения Службы государственной безопасности Республики Абхазия. За анализируемый период органами прокуратуры республики расследованы уголовные дела в отношении сотрудников коммерческого банка Сбербанк Абхазии, совершивших хищение в особо крупном размере с использованием служебного положения 1 миллион 120 тысяч 900 евро и 645 миллионов 548 тысяч 900 рублей через расчетные счета юридических лиц. По обвинению экс-главного врача государственной санитарно-эпидемиологической службы «Скорик» в совершении 2 эпизодов превышения должностных полномочий и 4 эпизодов хищения путем присвоения и растраты. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 3 миллионов рублей. По обвинению исполняющего обязанности главы администрации села Хашта Галского района в совершении хищения путем присвоения денежных средств в размере 660 тысяч рублей. По обвинению экс-главного бухгалтера управления образования администрации города Сухум в совершении хищения путем присвоения денежных средств на общую сумму 1 миллион 436 тысяч рублей. В текущее время Следственным управлением Генпрокуратуры расследуется уголовное дело коррупционной направленности в отношении начальника Государственной инспекции по карантину растений, начальника отдела бухгалтерского учета и финансового контроля, главного бухгалтера Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения, 3 эпизодам злоупотребления должностными полномочиями и хищения бюджетных и внебюджетных денежных средств путем присвоения и растраты. Причиненный ущерб в размере 6 миллионов 500 тысяч рублей возмещен фигурантами уголовного дела. Установленная сумма хищения бюджетных и внебюджетных средств по указанным уголовным делам составила до 1 миллиарда рублей. 979 миллионов 971 тысяча рублей. Для пресечения преступлений коррупционной направленности необходимо обеспечение применения закона согласно принципам неотвратимости наказания, что впоследствии выработает нетерпимость к любым коррупционным проявлениям со стороны граждан. Искоренение коррупции возможно только путем консолидации усилий общества и государственных органов. За период с 2020 по первое полугодие 2024 года органами предварительного расследования прекращено 159 уголовных дел, из которых по нереабилитирующим основаниям вследствие акта об амнистии и истечения сроков давности уголовного преследования 98, что на 188 прекращенных дел меньше, чем за период с 15 по 19 годы. На сегодняшний день угрозу государству и обществу представляют преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Одним из достижений оперативного подразделения Службы государственной безопасности за анализируемый период является результат длительной работы, приведший к установлению уроженки Грузии Такаванзы, занимавшейся в период с сентября 2021 года по заданию иностранной разведки сбором и передачей представителям спецслужб Грузии сведений, составляющих государственную и военную тайну Республики Абхазия. 5 мая 2023 года приговором Верховного суда она осуждена к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Верховным судом и районными судами республики с участием прокуроров за период с 20 по первое полугодие 2024 года рассмотрено 1823 уголовных дел, из которых с вынесением приговора 1609 дел. Осуждено судами 1756 человек, из которых к лишению свободы приговорены 545 лица. Остальные 1211 лиц осуждены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Если провести сравнение с аналогичным периодом 15-19 годов, за указанный период было рассмотрено 2101 уголовное дело, по которым вынесено 1934 обвинительных приговора, что на 278 дел больше, чем за период с 20 по первое полугодие 2024 года. Данные сведения свидетельствуют о улучшении криминогенной обстановки за текущие 5 лет. Значительно понизилось число похищений человека, разбойных нападений с применением оружия. При этом увеличилось количество раскрываемых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, что говорит о улучшении качества работы правоохранительных органов в данной сфере. Одним из громких судебных процессов следует отметить уголовное дело по факту тройного убийства, совершенное организованной группой на набережной Махаджира в городе Сухум в ноябре 2019 года. В результате слаженной работы органов предварительного расследования и оперативных подразделений республики были установлены и привлечены к уголовной ответственности 5 лиц, которые были осуждены Верховным судом республики к длительным срокам лишения свободы от 11 до 20 лет лишения свободы. Приговор в отношении указанных лиц вступил в законную силу в 2024 году. Судами республики в прошедшем году в основном рассматривались уголовные дела, связанные с кражами чужого имущества, дорожно-транспортными происшествиями, незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия. За 2020 год и первое полугодие 2024 года судами республики рассмотрены 237 дел, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Летом 2024 года в парламенте Народном собрании республики с участием прокуроров состоялись несколько заседаний комитета, в результате которых органами прокуратуры предложены поправки в действующее законодательство, направленные на профилактику предупреждения такого рода преступлений, а также ужесточение наказаний в отношении лиц, управляющих транспортом в состоянии опьянения. В судах республики продолжаются судебные разбирательства с участием прокуроров судебного управления Генпрокуратуры по ряду резонансных дел коррупционной направленности, а также преступлений против личности. Это уголовное дело по факту хищения денежных средств из Министерства культуры, по факту хищения денежных средств при строительстве водопровода в селе Чулоу, по факту хищения денежных средств фонда репатриации, по факту присвоения денежных средств онкологического центра и республиканской больницы. В производстве Верховного суда рассматривается ряд уголовных дел против личности. Это уголовные дела по факту убийства Джения со стороны Джения Яджба, по факту убийства Ханипа со стороны Ибрагимова и Соломова, по факту убийства Цоцория со стороны Саканя, по факту убийства гражданина Турции Илмаз со стороны Дадашева, по факту умышленного убийства Анкваб со стороны Кокоскерия, по факту умышленного убийства Ардзимба со стороны Пилия. Позиция Генеральной прокуратуры по вышеназванным делам неизменна. Виновные лица должны понести самое строгое наказание в соответствии с уголовным законодательством Республики Абхазия. В период с 2014 года по 2019 было зарегистрировано 117 убийств с покушениями, 1911 краж, 202 случая разбоя, 231 грабеж. Ситуация, как отметил министр внутренних дел Роберт Киут, изменилась с 2020 года благодаря комплексным мерам МВД при поддержке России. Высокий уровень преступности по ряду категорий, включая убийства, кражи, разбои и грабежи. Несмотря на усилия по борьбе с преступностью, его раскрываемость оставалась на низком уровне. В период с 2014 по 2019 год было совершено 117 убийств с покушением, краж 1911 случаев, разбоев совершено 202 случая, грабежи 231 случай. Ситуация изменилась с 2020 года благодаря комплексным мерам МВД при поддержке Российской Федерации. Убийства с покушениями снизились до 10 в 2024 году. Кражи сократились со 164 до 74 за 8 месяцев 2024 года. Разбои сократились с 18 до 4. Также стоит отметить улучшение ситуации с похищением людей. До 2020 года в Республике Абхазия было зарегистрировано значительное количество похищений граждан. В период
2014 по 2019 год было совершено 29 похищений. Однако, благодаря усилиям правоохранительных органов и улучшению оперативной работы, за период с 2020 года по настоящее время количество похищений уменьшилось до 8. В том числе, если брать с целью выкупа, это было 2 случая, которые были раскрыты. В 2024 году было перекрыто 12 каналов поставки наркотиков, часть из которых была выявлена при активном содействии коллег из России. Одной из ключевых задач, отметил министр внутренних дел, является обеспечение безопасности на дорогах. С начала 2024 года было изъято рекордное количество наркотиков, включая более 10,5 килограмм тяжелых наркотиков, таких как мефедрон и метадон. Одним из наиболее резонансных событий 2024 года стало задержание гражданина России, который пытался сбыть более 8 килограмм мефедрона на территории Абхазии. С 2020 года наблюдается значительное снижение дорожно-транспортных происшествий и уровня смертности на дорогах в результате ДТП, что является важным индикатором эффективности принятия мер. Динамика дорожно-транспортных происшествий в 2020 году зарегистрировано 198 случаев ДТП, за 8 месяцев 2024 года 106. Динамика летальных исходов в результате ДТП в 2020 году было зафиксировано 57, за 8 месяцев 2024 31, что также свидетельствует о положительном влиянии предпринятых мер на общую безопасность дорожного движения. Основные меры, которые способствовали улучшению ситуации: внедрение системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, что позволило повысить контроль за соблюдением правил дорожного движения. Увеличение числа патрулей на дорогах и проведение регулярных профилактических мероприятий. Проведение информационно-разъяснительных кампаний среди населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Значительное увеличение денежного удовольствия сотрудников ГАИ, что повысило их мотивацию и профессионализм, как результат улучшения качества работы на дорогах. Эти меры не только снизили количество ДТП и тяжесть их последствий, но и создали основу для дальнейшего улучшения ситуации на дорогах республики. Также министр внутренних дел рассказал о повышении заработной платы сотрудников МВД и совершенствовании материально-технического обеспечения ведомства. С 2020 года благодаря российской поддержке были осуществлены следующие улучшения. В 2020 году средняя заработная плата уже составляла 22 тысячи рублей. В 2024 году она уже составляет 28 тысяч рублей. Заработная плата отдельных сотрудников с учетом компенсации выплаты взамен продовольственного пайка в 2024 году варьируется от 21 тысяч до 60 тысяч рублей. Сотрудники ГАИ 32 тысячи, сотрудники управления исполнения наказаний 37, СОБР 53. Общий объем финансирования помощи из России на софинансирование заработных плат с 2020 года по настоящее время составляет 856 миллионов рублей. Российская финансовая помощь позволила существенно улучшить материально-техническую базу МВД Абхазии. С 2020 по 2024 год было закуплено 172 единицы автотранспорта на общую сумму 200 миллионов рублей, 12 615 единиц вещевого удовольствия на сумму 21 миллион рублей, 1550 единиц технического обеспечения на сумму 45 миллионов рублей. Общий объем финансирования на материально-техническое обеспечение составил 266 миллионов рублей. Дополнительно за счет финансовой помощи абхазских предпринимателей в августе этого года для специальной роты УГАИ было приобретено 7 автомобилей Toyota Camry и 1 автомобиль Mercedes, которые в настоящее время несут патрулирование на центральной шоссейной дороге. Доходы республиканский бюджет для деятельности МВД. Сумма поступлений за последние годы в республиканский бюджет от деятельности МВД составила, если динамику рассматривать здесь, в 2020 году это составляло 61 миллион рублей, в 2023 году 136 миллионов рублей. За 8 месяцев
Этого года мы уже сумели в бюджет пополнить суммой 133 миллиона рублей. Итого в республиканский бюджет с 2020 года по настоящее время поступило 548 миллионов рублей. Далее о проделанной работе в период с 2020 по первое полугодие 2024 рассказал председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Кучуберия. В 2020 году по материалам СГБ было возбуждено 27 уголовных дел, в том числе по части 4 156 УК РА «Мошенничество», а также часть 1 статья 285 «Злоупотребление служебными полномочиями». В совокупности по результатам 2020 года было осуждено 11 граждан. Так, в 2021 году по материалам СГБ было возбуждено 27 уголовных дел, по результатам осуждено 18 граждан. В течение 2021 года сотрудниками СГБ и пограничного управления ФСБ России было задержано более 5000 нарушителей государственной границы Республики Абхазия. Пресечено более 160 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую границу грузов различного назначения. Также хочется отметить, что в области борьбы с незаконным майнингом было за указанный период времени отключено и изъято более 5500 единиц майнинг-аппаратов. За 2022 год Службой государственной безопасности было возбуждено 26 уголовных дел, в том числе по статье 273 УК РА «Государственная измена» и статья 274 УК РА «Шпионаж», а также часть 1 228 УК РА «Превышение должностных полномочий». По результатам за 2022 год было осуждено 14 граждан. Во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ Республики Абхазия за 2022 год было задержано более 1200 нарушителей пограничного законодательства, а также пресечено более 35 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую границу грузов и товаров различное назначение. Изъято и демонтировано за указанный период более 1500 единиц майнинг-аппаратов. За 2023 год Службой государственной безопасности возбуждено 22 уголовных дела, в том числе 273 УК РА «Государственная измена» и по части 3 156 «Мошенничество». Хочется отметить, что с 2021 года в рамках софинансирования Российской Федерации на денежное довольствие военнослужащих и граждан гражданского персонала СГБ, а также пенсионных выплат ежегодно выделяется сумма, равная 40% от общего годового бюджета СГБ. А также с 2021 года поднята заработная плата различным категориям военнослужащих от 50 до 100% каждому в эквиваленте оклада. С 2020 по 2024 годы в республике произошло 5076 пожаров и возгораний. Погибли 27 человек. На воде пострадали 89 человек, из которых утонули 53, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. На устранение последствий стихийных бедствий спасатели выезжали 630 раз. С 2020 по 2024 год в 2020 22 раза, в 2021 208 раз, в 2022 году 67 раз, в 2023 году 291 раз и в 2024 41 выездов. За отчетный период обнаружено и обезврежено 725 взрывоопасных предметов. Особо следует отметить работу пиротехнического отдела МЧС Республики Абхазия на территории реконструируемого Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинова в текущем году. За 5 неполных лет спасатели нейтрализовали 144 химически опасных веществ. 398 раз возникла необходимость поиска и спасения заблудивших в горах Республики Абхазия. 760 раз сотрудники МЧС выезжали для оказания медицинской помощи и транспортировки пострадавших. 704 раза на дорожно-транспортное происшествие. Таким образом, сотрудниками МЧС Республики Абхазия с 2020 по 2024 год отреагировали в оперативном режиме в общей сложности 14 380 происшествий. В них погибло 102 человека, спасено 395. Общая сумма материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 2020 по сентябрь 2024 года составляет 566 миллионов 698 тысяч 298 рублей. Среди наиболее важных
области деятельности спасательного ведомства страны особо хочу выделить гуманитарные акции в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской области. С февраля 2020 года по настоящее время эвакуировано 132 беженца. Доставлено в общей сложности 290 тонн груза, в 2022 году 200 тонн, в 2023 году 80 тонн, в 2024 10 тонн. В данное время мы объявили акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области. Со времени начала СВО сотрудники МЧС Республики Абхазия вывезли из зоны боевых действий 23 тел погибших граждан Республики Абхазия. С 14 по 28 июня 2022 года 15 сотрудников МЧС Республики Абхазия оказывали помощь впоследствии аварийно-спасательных работ в городе Луганск. Касаясь темы кадровой подготовки сотрудников спасательного ведомства, отмечу, что профессиональные вузы МЧС России окончили и прибыли для продолжения службы в районных подразделениях центральные аппараты МЧС Республики Абхазия 72 человека. В настоящее время обучается 35 курсантов. Председатель Государственного таможенного комитета Отар Хетце отметил, что за последние 5 лет внешняя торговля в Республике Абхазия выросла в динамике в 2 раза. Если в 2020 году товарооборот составил 26,5 миллиардов рублей, то в 2023 уже 49 миллиардов. За период с 2020 года по настоящее время объем внешней торговли составил 188 миллиардов. За данный период Республика Абхазия осуществляла внешнеторговые операции более 50 странами. Десятку торговых партнеров Республики Абхазия за последние 5 лет вошли такие страны, как Российская Федерация, Турция, Япония, Молдова, США, Арабские Эмираты, Беларусь, Китай, Япония, Бразилия, Германия. Главным торговым партнером Республики Абхазия остается Российская Федерация, на долю которой на период с 2020 года по настоящее время пришлось 137 миллиардов, или 72% от общего объема внешней торговли Абхазии. Стремительный рост товарооборота страны убедительно свидетельствует о том, что на сегодняшний день в республике успешно развивается внешнеторговая деятельность. Наряду с товарооборотом наблюдается и увеличение объемов таможенных платежей. Ежегодно плановые задания по таможенным платежам, которые представляются к исполнению таможенным органам Республики Абхазия, значительно увеличиваются, что прежде всего связано с естественным ростом товарооборота в республике. В 2021 году план таможенного комитета составлял 2 миллиарда 155 миллионов. Сверх плана в этом году поступило 578 миллионов. Это 127%. В 2022 году при плане 2 миллиарда 497 миллионов. Сверх плана в бюджет страны поступило 428 миллионов. Это 117%. В 2023 году при плане 2 миллиарда 847 миллионов. Сверх плана в бюджет страны поступило 826 миллионов. Это 129%. За 8 месяцев 2024 года при плане 2 миллиарда 112 уже у нас сверх плана поступило 622 миллиона, тоже 129%. Положительная динамика в начислении таможенных платежей за отчетный период обусловлена такими факторами, как создание благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, усиление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, ежегодный естественный рост товарооборота. Существенная работа проводится по линии правоохранительной деятельности. Правоохранительными подразделениями Государственного таможенного комитета активно проводятся оперативно-профилактические мероприятия на контрольно-пропускных пунктах таможенных органов на предмет
выявления фактов нарушения таможенного законодательства. За период с 2020 года по настоящее время правоохранительными подразделениями Государственного таможенного комитета выявлено 829 административных правонарушений. По результатам составленных материалов за период с 2020 года по настоящее время в республиканский бюджет были начислены денежные средства в виде административных видов взыскания на сумму 13 миллионов 842 тысячи рублей. В результате возбужденных дел в Государственном таможенном комитете Республики Абхазия 25 дел об административных правонарушениях пересланы по последственности Транспортную прокуратуру Республики Абхазия по признакам совершения преступления лицами, привлеченными к ответственности таможенными органами Республики Абхазия. 33 дела об административном правонарушении пересланы в суды общей юрисдикции или в арбитражный суд Республики Абхазия. В качестве объекта нарушения таможенных правил выступали следующие товары: табачная и алкогольная продукция, парфюмерная и косметическая продукция, ювелирные изделия, наркотические средства, электронные сигареты, оборудование для извлечения криптовалюты, комплектующие к ним и другие товары. Основные усилия в рамках отчетного периода по линии международного таможенного сотрудничества были направлены на реализацию положений программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Прослеживается положительная динамика в подписании двусторонних документов, предусмотренных программой. Так, в рамках Международного таможенного форума 2021 состоялось подписание следующих документов: соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередач. Протокол между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и Федеральной таможенной службой об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между нашими странами. Меморандум о взаимопонимании между ФТС России и ГТК по развитию автоматизации таможенного администрирования в Республике Абхазия. Кроме того, во исполнение положений программы Кабинета министров Республики Абхазия утверждено положение о ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров. Настоящим положением регламентируется ставка таможенного сбора за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, исходя из заявленной таможенной стоимости. Данное постановление вступает в силу 1 января 2026 года. В целях реализации положений программы постановлением Кабмина Республики Абхазия было утверждено положение о применении на территории Республики Абхазия товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Настоящее постановление вступило в силу с 1 января 2023 года. Как показала практика применения ТНВ ЭАЭС в работе таможенных органов Республики Абхазия, оказывает положительное влияние на качество администрирования, организацию таможенного оформления и таможенного контроля, повышение объективности формирования таможенной статистики внешней торговли, которая используется при разработке таможенной политики Республики Абхазия. Значимым событием по линии международного таможенного сотрудничества стало принятие в ноябре 2023 года нового таможенного кодекса Республики Абхазия. Кодекс вступает в силу с 1 января 2025 года. Принятие нового кодифицированного акта послужит положительным импульсом в реализации таможенной политики Республики Абхазия путем максимального упрощения и повышения эффективности прохождения таможенных процедур, внедрения и принятия общих унифицированных подходов к таможенному регулированию. Далее о проделанной работе рассказал председатель миграционной службы Рамин Габлаев. С 1 января 2020 по настоящее время Государственная миграционная служба в добровольном порядке выдворила за пределы Республики Абхазия 20 иностранных граждан. На миграционный учет за аналогичный период поставлено 27 631 иностранных граждан. За этот же период
выявлено административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами за нарушение миграционного законодательства республики, с последующей передачей в суды общей юрисдикции 907 административных материалов. Также хотелось бы и отметить, что в 2020 году за счет деятельности Государственной миграционной службы в государственный бюджет страны поступило 28 миллионов 736 тысяч рублей, несмотря на продолжавшееся активное распространение в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19. В 2021 году уже в бюджет за счет поступлений было 40 миллионов 170 тысяч. В 2022 году поступило 63 миллиона 961 тысяча. В 2023 году поступило 92 миллиона 976 тысяч. Обращаем ваше внимание, что за 8 месяцев текущего года государственный бюджет республики за счет деятельности Государственной миграционной службы поступило уже 127 миллионов 800 тысяч. Нельзя не отметить, что данный ежегодный рост поступлений в государственный бюджет страны от деятельности нашей службы не удалось бы достичь без поддержки со стороны руководства страны, депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, в частности, поддержания инициативы и предложений со стороны нашей службы, нацеленных на усовершенствование нормативно-правовой базы в сфере миграции. Хотелось бы отметить, что достигнутые показатели – это также результат добросовестного исполнения своих служебных обязанностей личным составом Государственной миграционной службы. Отдельно хотелось бы остановиться на эффективном взаимодействии между нашей службой и службой государственной безопасности республики, пограничным управлением службы государственной безопасности республики, Министерством иностранных дел республики и Министерством внутренних дел Республики Абхазия и неоднократной помощи, оказываемой нашей службе при выполнении возложенных задач со стороны Государственного таможенного комитета и Министерства обороны Республики Абхазия. В завершение хотелось бы отметить, что и я, и весь личный состав Государственной миграционной службы по итогу 2024 года превысим прогнозные показатели по поступлению в бюджет в 150 миллионов. Подготовил текст выступления, планировал выйти на трибуну и, как это полагается в таких случаях, выступить с трибуны. В последнюю минуту передумал, думаю, такой разговор будет более доверительный, открытый. Благодарю организаторов сегодняшнего мероприятия за его формат. Это очень важно, чтобы большее количество людей знало о той работе, которую проводят правоохранительные органы, правоохранительная система в целом. Я внимательно слушал доклады руководителей. У меня была возможность с этими материалами ознакомиться ранее. За каждой из этих цифр стоит судьба людей. С Божьей помощью, к примеру, удалось сократить количество дорожно-транспортных происшествий и количество смертей на 102 единицы. Это результат работы людей в погонах. И многие-многие цифры говорят о том, что в стране обозначилась правильная динамика, правильная тенденция. И это дорого стоит. Хотел бы всех правоохранителей поблагодарить за службу. Есть определенные вопросы, которые мы с вами решить не успели. Есть объективные причины, которые препятствуют решению данных вопросов. Уверен в том, что при таком системном подходе, при увеличении координации взаимодействия деятельности правоохранителей, задачи будут решаться и впредь эффективно. Я бы хотел, чтобы присутствующие еще раз внимательно прислушались к этим цифрам. За каждой цифрой стоит судьба человека и труд присутствующих в этой аудитории. Вы очень хорошо осведомлены о тех процессах, которые происходят у нас в последнее время, и эти процессы имеют отношение к большинству присутствующих в этой аудитории. Вы знаете о том, что принято решение
российской стороной, нашими союзниками, друзьями о приостановке финансирования, что, конечно же, негативным образом может отразиться на большом количестве наших граждан. Вы знаете о том, что основные наши институты, силовики в своем большинстве финансируются через поддержку финансовую, которую мы получаем из Российской Федерации. Вокруг этого вопроса очень много разговоров, очень много некорректных толкований, очень много лжи. Идет попытка эту историю преподнести самым неправильным образом. Считаю уместным и необходимым в этой аудитории дать некоторые пояснения. Я недавно давал интервью. В рамках этого интервью мне так кажется, много удалось рассказать, а вот с глазу на глаз такой возможности не было. Я вам расскажу, почему такое произошло. Первое и самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание: Россия единственный наш с такими возможностями стратегический союзник, друг, родной брат. Руководство России испытывает к нам самое лучшее чувство. Я это вам могу подтвердить и на эту тему могу говорить очень долго. Мы с того момента, как Абхазия была признана, мы вступили в определенные правовые отношения с нашим союзником. Правовые отношения содержат в себя ряд обязательств, полезных обязательств. Эти обязательства имеют срочный характер. Они не могут носить бессрочный характер. Обязательства определенным образом выполняются в определенные сроки. Что самое интересное, эти обязательства, так называемые обязательства, если говорить слово, это то, что работает на развитие нашей экономики и укрепляет нашу государственность. Я хотел бы вам небольшую такую технологию раскрыть. Мы признаны уже 16-й год. Руководство России оказывает и оказывало нам поддержку. И, конечно, когда речь идет об Абхазии, первые лица спрашивают, как обстоят дела в Абхазии. Абхазия, которая смогла достичь политического суверенитета, смогла обеспечить экономический суверенитет с нашим участием, с нашей поддержкой. Это произошло или не произошло? Нет, к сожалению, не произошло. По каким причинам не произошло? Задается такой вопрос руководителям России. И тут начинается вот обсуждение тех или иных процессов. Здесь присутствует министр юстиции, руководители ведомств. Вопросы, связанные с соглашениями, которые должны были быть нами приняты. Все эти соглашения направлены на укрепление нашей экономики, на то, чтобы мы стали в экономическом плане самодостаточными. В этом заинтересованы мы, в этом заинтересован наш стратегический партнер, потому что, как известно, в этих непростых условиях лишних денег нет ни у кого. Вы очень хорошо знаете о том, что Россия ведет кровопролитную и очень затратную специальную военную операцию. И там очень все это непросто. Поэтому нашлись, к сожалению, у нас здесь определенные силы, которые занимаются политической борьбой, планируют, значит, каким-то образом заработать себе очки, и начинается вот эта вот деструктивная информационная политика, направленная на дискредитацию наших межгосударственных взаимоотношений. Вот соглашение, например, которое регулирует соглашение о взаимном признании решений арбитражных судов. Здесь присутствуют судьи, опытные судьи, здесь присутствуют депутаты, здесь присутствуют практики, здесь наверняка у вас есть близкие родственники. На что это направлено? Это один из шагов по легализации некоторых процессов, по прозрачности экономических процессов. Это шаг, который даст возможность определенному количеству наших предпринимателей, соотечественников развить бизнес, сделать бизнес правильный и законный. Я, кстати, пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть, я уважаю бизнесменов, понимаю, что это очень важный слой нашего общества. Более 90% бюджет пополняют бизнесмены, чтобы вы это понимали. Поэтому, или назовем их предпринимателями,
Вот то отношение, которое к ним было 30 лет тому назад, 20 лет, которое после смены формации общественно-политической, это неправильно. Бизнес – это люди, имеют определенную социальную ответственность, люди-предприниматели, которые работают в условиях, которые мы им определили как государство. И они пополняют бюджет. И часть социальных проблем, которые мы решаем, мы можем решить только благодаря тому, чтобы этот бизнес развивался, чтобы экономика в целом развивалась. Поэтому, когда мы говорим об этом документе, на мой взгляд, это очень важная вещь. Вы знаете о том, что распространяются в самом извращенном виде фобии. То, что мы когда-то пережили, те исторические страницы, скажем так, темные исторические страницы, которые характеризовали наши взаимоотношения с грузинским государством. Все это вчерашний день, все это нами пройденный этап. Находятся люди в нашем с вами государстве, достаточно известные общественные деятели, которые хотят провести между российским государством, действующим российским государством и руководством Грузии некие параллели. Это недопустимо, это не наша с вами история. Я говорил, и еще раз хочу сказать, мы должны опереться на возможности, которые предоставляет нам Российская Федерация, опереться на эти возможности для укрепления нашей государственности, для укрепления нашего экономического суверенитета, из которого проистекает все основное. Это и военная безопасность, потому что военный человек в погонах должен получать достойную заработную плату, не ту, которую сегодня получает. Вот министр внутренних дел докладывал, говорил о том, что в 2020 году средняя заработная плата по Министерству внутренних дел была 14 тысяч, сегодня 28. Да, конечно, 28 это лучше, чем 14. Это лучше, но этого мало. И для того, чтобы эта зарплата у сотрудника милиции, у участкового, у УГАИ, у следователя была достойной, мы должны развивать нашу экономику. Только об этом идет речь. Каким образом это сделать? Конечно же, опираясь на наши собственные ресурсы, в том числе финансовые, сделать заметный рывок практически невозможно. Мы должны привлекать сюда инвесторов. Инвесторы должны сюда прийти, создавать рабочие места, создавать условия для того, чтобы люди, которые там будут работать, имели достойную заработную плату. Налоговые поступления от их деятельности как раз-таки будут направлено на повышение заработных плат людей в погонах, врачей, учителей и так далее. Вы знаете, софинансирование этих процессов, то, что приостановлено сегодня, это пока разговоры, скажем так, нам в силу того, что плановые показатели удалось выполнить, мы месяц, наверное, потерпеть сможем, а потом будет очень сложно. Вот человек, который получает, допустим, заработную плату там, 16 или 17 тысяч, будет получать 9 или 8. Это очень ощутимо. Эти цифры сами по себе маленькие, но если их урезать, это будет очень болезненно ощущаться на большом количестве наших граждан. И зачем это делать вообще? Какие основания? Когда все, что предлагается во имя и в пользу нашего государства. Нас начали пугать некоторые общественные деятели тем, что Абхазия, значит, будет колонизирована олигархами и так далее. Ну, я вот один пример такой приведу по поводу олигархов. Скорее всего, имеется в виду бывший губернатор Ткачев. Здесь есть с города Гагрского района кто-нибудь есть? Есть, да? Скажите, пожалуйста, а вот школу, которую построил Ткачев, тогда это было 600 миллионов рублей, а сегодня это почти 1,5 миллиарда. Вот вам, как себя ведет Ткачев. Параллельно у нас появились свои тоже олигархи местные. Но я что-то не видел, чтобы они какие-то школы построили, детский сад или футбольное поле. Знаете, что небольшое количество людей, которые в свое время воспользовались своим должностным положением, связями, приватизировали очень серьезные объекты, потом продали с наценкой в 10 раз. Я ничего против не имею. Вы знаете, эти объекты оказались в руках достойных бизнесменов.
они развили там бизнес, платят налоги. Но те, кто так себя вел, мне кажется, что он не должен критиковать и говорить на эту тему. Или лучшие объекты, которые, опять-таки, пользуясь тем, что у них были нужные правильные связи, взяты в аренду долгосрочную там, объект, в сутки обходится в 10 тысяч рублей, в котором 13 гектаров и 50 тысяч квадратных метров. Это номер стоит в сутки 10 тысяч рублей. И такой объект обходится им, платят государству в виде арендной платы 10 тысяч рублей в сутки. И они как бы там поучают наших учителей и говорят о том, что не надо обращаться к руководству страны, не надо обращаться к парламенту с тем, чтобы вот там понижают заработную плату, не платят. На это, мол, не реагируйте. Конечно, если у тебя десятки, сотни миллионов рублей денег бизнес приносит, таким образом организованный бизнес, конечно, ты можешь себе позволить ни на что не реагировать, только плохо то, что это таким образом преподносится. Я, как глава государства, переживаю за своих граждан. Задача главы государства – обеспечить условия для развития нашего этноса. И для этого нам необходимо решать данные вопросы. Или такой же пример, это же не только там, я рассказал, в Гагре, в Гудауте, там, в Гуль-Рипском районе тоже был очень симпатичный объект, который сейчас продан инвестору, опять-таки претензий нет. Только тот, кто продал, учит нас о том, что не надо эти вещи делать. Тоже олигархом стал, больше 100 миллионов рублей, говорят, заработал. Поэтому идет такая история, идет грязная борьба за власть. И я надеюсь на то, что присутствующие в этой аудитории это хорошо знают. Вы являетесь патриотами. Каждый из вас безумно любит свою страну, свою родину. Я вами всеми восторгаюсь. Я вас всех уважаю и ценю. Мы должны сохранить свою страну. Мы сможем ее сохранить только опираясь на свои силы и на силы нашего союзника. Там нам нечего бояться. Самые близкие народы нам, самые близкие, наши кровные братья живут в республиках, которые входят в состав России. Абазины живут там, черкесы, кабардинцы. Поезжайте, посмотрите, как они развиваются. Я никого не призываю к тому, чтобы мы вошли в состав России. Об этом речь не идет. Но не иметь должного уровня взаимодействия, когда тебе протягивают руку помощи, ты по ней бьешь, это преступление. Об этом идет речь. Поезжайте в Республику Северного Кавказа, посмотрите, как там идет развитие. И где опасность, которая угрожает из России в отношении наших братьев, проживающих в этих республиках. Почему здесь мы чего-то боимся? Где тот факт, по которому мы можем выразить недоверие нашим российским союзникам? Вы же помните, сколько времени уходило, сколько сил, какое количество людей вынуждены были охранять наши границы на восточном участке. Какое количество ваших родных и братьев там погибло. Значит, доверять нельзя. Значит, можно называть такое отношение к нам такой мягкой колонизацией. Вот докладывал руководитель миграционной службы. У нас неплохое миграционное законодательство. Во взаимодействии с силовиками мы можем любые процессы здесь контролировать. О чем я хотел сказать? О том, что вот вопрос, связанный с продажей, возможностью продажи жилой недвижимости гражданам России. Вопрос о жилой недвижимости закрыт. Мы это с повестки дня сняли. Кстати, один из лидеров оппозиции недавно признался в том, что он, оказывается, готов продать жилую недвижимость тоже через какое-то время. Речь идет о коммерческой недвижимости, об апартаментах, которые строятся и продаются. Но строятся они по правилам непрозрачным, продаются по правилам непрозрачным, и государство с этого ничего не имеет. Вот же в чем был суть этого законопроекта. Чтобы мы обложили налогом, чтобы строили не там, где они хотят, а там, где это нужно для развития экономики в целом. Имеет 20 соток, может построить, назвать его апартаментом и продать на 20 сотках, и все будет испорчено, вся архитектура будет не того уровня, которого должна была быть. Этот законопроект регулировал порядок строительства. Земли должно быть не меньше 1 гектара. 30% территории должно быть парковой зоной. Строить можно в определенных условиях, на определенных подходах, этажность, квадратура должна быть соответствующая. Об этом же речь шла.
но эту идею смогли преподнести таким образом, будто бы она, значит, является неприемлемой, работает против наших граждан. Время покажет, кто был прав. Тогда будет идти процесс такой хаотичный, как он идет сейчас. Я считал необходимым и нужным вам разъяснить, вам, людям, которые являются опорой нашего государства. Нет проблем серьезных. Практически эти вопросы будут решены. У нас нет проблем во взаимоотношениях с Россией. И никогда их не будет, если некоторые силы не будут искусственно их создавать. Об этом идет речь. Мы должны с вами это запомнить. Хорошо себе это отметить и запомнить. Если есть желание критиковать руководство страны, поводов можно найти, справедливых и правильных. Только не на этой теме, на теме, которая является для нас самой главной. Тема взаимоотношения с Россией, благодаря которой мы укрепляем свою государственность. Поэтому, дорогие друзья, я надеюсь на то, что каждый из вас, заслушав наших руководителей, услышав, что происходит в наших ведомствах, с какими проблемами мы сталкиваемся, как мы их решаем, а есть, я как бы в оценочных суждениях человек такой скупой, но считаю нужным, есть за что сказать спасибо. Но хотелось, чтобы было больше. Это от нас с вами зависит. Мы должны пройти этот этап, когда нас критикуют не по делу. Мы должны уйти от этих фобий, ничем не обоснованных. Мы должны видеть цель яркую, понятную и идти к ней, несмотря на то, что нам будут мешать, несмотря на то, что нам будут препятствовать, несмотря на то, что будут чинить всевозможные провокации. Это происходит каждый день. Это миссия людей в погонах. Это наша с вами задача. Я думаю, что с этой задачей мы с вами справимся. Благодарю за внимание. В Абхазии много примеров о том, как надо развивать экономику в частности. А есть в аудитории люди, которые считают, что без внешних вливаний, инвестиций это можно сделать. Если есть, я бы хотел аргументированный ответ услышать на этот вопрос. Абхазию сравнивают с Сингапуром. Возможен Сингапур или невозможен? Почему? И возможно ли Абхазии продвинуться вперед быстро, без инвестиций? Вопрос аудитории. В Сингапуре выброшенный окурок стоит $500. Выброшенная, извините за подробности, жевательная резинка стоит примерно $800. И другие тяжелые наказания. И так называемое сингапурское чудо было построено на репрессиях более 40 лет, правильно? У нас и близко подобного нет вообще. У нас достаточно демократичное развитие. Но у меня тот же вопрос. Возможно ли правительству, руководству Абхазии, вам развиваться без внешних инвестиционных вливаний? Все знают ответ, но сохраняют его в тайне. Проблемные вопросы, как мы их когда-то называли, щепетильные, возникли не сегодня, давно. С 2005 года нам приходилось с этим постоянно иметь рабочие отношения. Были дискуссии, с этими дискуссиями были связаны все президенты, все руководители Абхазии. Но дело никогда не доходило до грубости, до оскорблений. Мы пытались останавливать молодых, горячих людей, поправляли и старших тоже. А та лексика, те мнения, которые появились в последнее время, они недопустимы в межгосударственных отношениях. Недопустимы вообще. Во внутренней политике, само собой, это тоже недопустимо. Одно из другого произрастает, к сожалению.
Если молодой человек, она или он, с трибуны или не с трибуны, говорит о том, что Россия ведет себя как колонизатор, и в зале нет ни одного человека, который бы поправил этого молодого человека или девушку, а вместо того, чтобы поправить, в зале раздаются аплодисменты. Как бы вы на это отреагировали? Или любой другой человек, который находится по ту сторону отношений? Вот вопросы, на которые нам надо отвечать. Если Абхазия надежный партнер, Абхазия должна выполнять те обязательства, под которыми стоят подписи президентов страны. А это два крупных документа 2008 года и 2014 года. Все остальное проистекает из этих двух документов. Не соглашаясь, мы пытаемся их ревизовать, что просто недопустимо. А во внутренних отношениях, Сергей Миронович, частный пример. Я спросил, читали или слышали вы недавно о том, что если Абхазия была бы Сингапуром, то Анкваб и Кан Кварчия сидели бы за решеткой. Анкваб – это Александр Анкваб, Кан Кварчия, Кан Валерьевич Кварчия, депутат парламента. Я это говорю не для того, чтобы получить ответ. Нет, совершенно. Вот к реплике Сергея Мироновича. Тут сидят мои коллеги. Очень важно, кто имеет дело с решеткой, или по одну сторону, или по другую сторону. Понимать простые вещи. Неважно, где ты сидишь, и неважно, с кем ты сидишь. С Каном Валерьевичем я еще и не обсуждал, как мы будем вместе сидеть, согласен он или нет. А главное, как ты себя ведешь и в жизни, и в Цугундере, то есть за решеткой. Надо уметь особо ретивым говорунам следить за своей речью. Если я не прав, пожалуйста, есть реальная возможность меня поправить. Я человек не из обидчивых абсолютно. Вот эту сторону наших взаимоотношений нужно пересмотреть в лучшую. И кто бы ни сидел в рабочих кабинетах комплекса правительственных зданий, у них всегда будут оставаться обязательства по ранее подписанным договорам и соглашениям. Спасибо.